Вот, ребят, нелегко, но добрались. Уже на горизонте появилась избушка. Сейчас я вам покажу его. Вот она, наша изба. Вторая. Всегда, когда вот подхожу к избушке, смотрю, и стоит ли избушка, все ли с ним хорошо. Вот она, родимая. Добрались. Чалом заракарка. Лечусь не шатчины. С весны тут мы не были. Вот так вот. Чалом заракарка. Капец, как-то это слишком высоко как будто стало. Не понимаю, что произошло тут. Что за... Или так. Я поднял, уже не помню. Амбар стоит. Баня на месте. Видите, ребят, что творит. Ё-моё. Скосить надо сразу же. Уборка. Чё вам за ракорка? Дверь закрыта. Похоже, кто-то был здесь. Кто-то вроде, ребят, был. Ух ты. Нары, смотрите как. Этот середины. Я приподнял, поэтому так странно как-то стоит. Ладно, сейчас зайду. Вот это да. Саламы. Ну вот, добрались. Смогли. Что? Как же хорошо, ух ты, все, ходуном опять ходит. Что-то не понимаю, что случилось. Печка вроде ровно стоит, а вот эти нары как-то слишком высоко он тот угол. И здесь что-то ходуном что-то ходит. О, смотрите. Боюсь, что придется мне снова разбирать здесь. И видно, что немножко средние лаги пол провис. И там вот свободный ход есть, он ходит. Туда надо что-то подложить. Сейчас вот, ребят, приходится подкладывать. А зимой наоборот, все поднимает. Потолок высоко. Нормально. Так, давайте запись посмотрю. Вот тут, конечно, записываю здесь. Не вижу. В мае я был. Да, 25 мая. 25 мая я здесь был. Так, ладно, будем обживаться. Во-первых, затопим печку. Этот ремонт, этим ремонтом сейчас точно заниматься не стану. Приеду на лодке дней через 10 примерно. И уже займемся. Озеро высохло. Сейчас за водой надо сходить. Печку затопим. Как же хорошо. Когда все хорошо. Когда смогли добраться. Пешком не так близко. Дорога, вам скажу, еще
Не такая легкая. И писали, чтобы я на УАЗике сюда приехал. Нет, ребят, сюда на УАЗике точно не доехать. Только пешком. Вот так. Ладно. Сейчас затоплю печку, потом уже чай кипятить и все остальное. В этой печи топка прямо огромная, хорошая. Длинные чурки туда можно ставить. Здесь прочистная. Дверь. О, как. Ну, не видно, конечно, темно. Отходит шлак. По трубе бью. Немножко очищу сажу. Вот так. Потом обратно закрою. Ну, после затопки он, что есть еще, просто от жары там будет падать. Вот так все закрываю. 2 на 2 барашка с двух сторон. Ну, кто давно на канале все знает, а для новичков вот показываю. Может, кто-то недавно подписался, поэтому интересно все увидеть, посмотреть. Сейчас затопим. Я вспотел. Комфортнее будет, когда в избушке тепло. Потому что нижние венцы все открыто. Вот. Сейчас он загорится быстро. Вот. Надо, наверное, закрыть там. Снял ошейник у Тулана. Он сейчас не нужен. Так. Дым пошел, когда кирпичная печка была, блядь, постоянно проблема. Везде щели надо там заделывать. Тяги нету. Так, ну что тут у нас? Получается, очень сильный ветер. И, наверное, лучше эту сторону я сегодня тоже закрыть. Вот это бревно туда поставлю. Можно мхом еще утеплить. К зиме-то точно утеплять буду.
Вот сейчас, ребят, самое то время, чтобы вот заниматься этими углами, поднимать избушку. Сейчас все криминально высохло, прям железобетонно здесь, это глина. И весной, когда я приезжаю, я мучаюсь, конечно, домкрат не поставить никуда, там все тонет. Сейчас все сухо. Сейчас вот поднять, конечно, намного легче. Вот. Ну и тоже летом, чтобы приехать сюда, очень сложно, воды нету на реке. Так что весной, если что, там снова поднимем, что надо. Вот. И, конечно же, надо, сейчас, как я понял, вот ходуном ходит там пол. Надо, чтобы все едино, лаги на нижнем венце, чтобы держались. Избушка идет, и чтобы пол вместе, а не то, что у меня лаги на земле. Поэтому, ребят, так происходит нехорошее каждый раз. Вот видите, как азартно начала топиться. Уже перебор, большая тяга. Печка огонь хорошая. Многие спрашивали про печь там. Тоже делают, как я. Ну и правильно. Вот. Ладно, сейчас поставлю чайник, схожу за водой. И дальше надо обживаться. Ну вот, другое дело. Немножко скосил траву, убрал. И появилась избушка. Тут тоже прошелся до бани, тропинку. Просто под сад выходит, 2 раза в год приходится косить. И вот здесь участок еще пятачок не косил. Это пока оставлю. Начинается дождь. Хочу еще на рыбалку сходить. Не знаю, потом получится, нет. Пока время есть. Время хотя бы на часик. Фу, тут жарко уже. Тепло. Насядешь и просто не хочется встать. Хочется лечь и просто отдыхать. И в то же время хочется на рыбалку. Нахарился попробовать. Просто с удочкой порыбачить. Вот, сейчас допью кофе. А там поглядим. Еще надо в амбар сходить. Там постельное занести. Это чтобы матрас немножко погреть. Туда поставить к стене. И он нагреется, тепло будет потом спать. Ветер еще усиливается. Вот смотрите, как шатает. Большие деревья кругом. Того бойся, чтобы на избушку не повалило. Ну и дождь, вот дождь уже капает. Уже начинает капать. Видите, что творит. Реально, блин. Это сосна совсем близко к избушке. Вот это шумно сегодня у нас. Такая погода, ребят, для лосятников, кто именно на лося ходит, самое то более-менее подойти реально к лосю. Даже здесь внизу бывает, наверху ветер есть, а внизу тишина. А сегодня даже внизу, блядь, штормит. Шум, гам очень сильный. В общем, чайник закипел. Заварки не оказалось, надо чай привезти в следующую
поездку. Завариваю разовый азерчай. 5 штук хватит. В принципе, достаточно. Так. Растительное масло надо также. Срок годности истек. Тут остальное макарон пачку привезу. Рис есть достаточно. Конфеты с прошлого года, ребят, смотрите. Целый пакет. Тоже не надо. Сахарный песок 1 килограмм хватит. Привезу. Так, ладно. Сейчас рюкзак надо разгрузить и в котелок воду положу. И на печи пусть закипает. Тулану уже, как сказать, замочил сухари. Туда еще консервы добавлю. Тушенка для него тут есть. И будет такой хороший, вообще питательный обед, ужин, все в кучу. Ну, примерно вот такой. Сейчас пока я, наверное, сало съем с хлебом и пока и варить ничего не стану. У меня сегодня скромная распаковка, так как налегке я сюда пришел. Взял буханку хлеба с расчетом на 2 дня. Вот, да, хватит. Да и останется, я думаю. Дальше надо шапку переодеть. Жарко было идти. Термос. Вот литр воды возьмешь и уже вес чувствуется, вес. Лишний вес. Так, тут у нас получается что еще? Яйцо. 3 яйца еще. Крупные они. Можно завтра бич-пакет разбавить. Это, наверное, яйцо на завтра. Тоже можно оставить 2 яйца. С утра бич-пакет 2 яйца разбавлю. И вообще класс будет. Шматок сала. Вот. Сало я, ребят, ем. Вот, постоянно пишите, почему сало не беру. Я сало беру только зимой, когда он мерзлый. А не люблю, он мягкое сало я не люблю. Вот это мягкое. Но он с мясом и как-то еще пойдет. А когда вот чисто сало, я люблю, чтобы он мерзлый был. Ну и мясо цыпленка еще консервы. Все, больше из продуктов ничего не взял. Так, здесь у меня еще что-то. Здесь аккумуляторы. Блять, такой вес от этих аккумуляторов, гаджетов. Все, продукты больше я ничего не брал. Ладно, сейчас я съем сало с хлебом. Из консервов сделаю рис на вечером ужин. Рис отварю и разбавлю вот этими консервами. Будет такой вот ужин. А яйца на завтра оставлю. Завтра, не знаю, только бич-пакет у меня есть, нету в наличии здесь. Может даже и нету. Бич-пакет надо привезти тоже. Чтоб в запасе, чтоб был. Вот. Ну, примерно так. Сейчас дерево свалилось, как будто из карабина бахнули. Такое сушина так резко упала по тропинке к реке. Вышел на улицу, и он упал. Аж тулан этот вскочил так. Я тоже что-то не понял сперва, что случилось. Вот этого ветра, блин. Деревья ломаются очень сильно. Я кусок сала уже съел. Нож якутский. Такой это я вам обзор делал, показывал. Ну, пишут, что это подделка, не настоящая, не знаю, ребят. Честно, не знаю. Это кто живет в Якутии, наверное, у них оригинал. А все остальное под брендом Якутии продают всякое разное. Так.
сало. Казачьи, наверное, обычно я беру. Сейчас в город съезжу. Надо купить. Но очень. Консервы. Сало. Грудка для завтрака, копчено-вареная. Грудка, ребят. Знаю. Вот это сало, когда зимой ходишь, холодно. Он вкусный. Ну что, Тулан, пошли за Хариусом. Надо поймать Хариуса. Ой. Что творит погода? Ужасный ветер, честное слово. Там 2 полена я еще подкинул в печку. Дымит. Ладно. В общем, я пошел на рыбалку. Посмотрим, клюет ли Хариус. Заодно речку посмотрю. Ну вот, ребят. Там, короче, избушка. И я вам говорил, что свалилось дерево. Вот он, свежий. Именно вот это и свалился. Елка. Вон второй еще. Давно уже я присматривал на дрова. И вот он свалился наконец-то. Можно сейчас пилить и уже на мотособаке до избушки перетаскать. Вот он свежий. Сейчас вот только что и повалился. Он сухой. С грохотом упал. Вот еще второй он. В ту сторону, значит, видите, как ветер оттуда. Ну, здесь недалеко избушка. Озеро вообще высохло. Я не знаю, на это озеро скоро вообще высохнет. Не осталось воды. Ну вот тут Мишка оставил свои следы. Что он ел там, интересно? Что-то вроде как волоски какие-то. Что-то съел он. Может, какого-то зверя, животного. Не знаю. Тоже недалеко от избы. Но это старые следы. Речка. Мелкая, много листвы идет. Вообще ужасно много. Смотрим, чем нас обрадует.